Видеоблогер из Крыма Виктор Петровский приезжает в Абхазию уже во второй раз. Впервые он побывал в нашей стране в 2018 году. После поездки у него остались настолько хорошие впечатления, что он решил рассказать подписчикам своего канала обо всем, что увидел здесь, о самых интересных и красивых местах, о сервисе и о национальной кухне. По мнению блогера, в сети распространено много недостоверной информации о курортах Абхазии, о качестве обслуживания и о стране в целом. То, что мы слышим об Абхазии, живя в России, ну и, скажем так, во всем бывшем, на всей бывшей территории СССР, то там говорят, туда ехать небезопасно, что там вас могут чуть ли не на таможне сразу там все деньги забрать, потом полицейские все деньги заберут, а потом в отеле вас обворуют и вообще никуда не зайдете. Мне это и было интересно узнать, как это на самом деле, потому что я очень много стран в мире посещаю, и в основном 90% что не сходится то, что рассказывают про страну, и то, что есть на самом деле. Кто говорит, что Абхазия не развивается, что сервис не растет. Вот я сейчас буду выпускать видео, все видит. Я считаю, сервис очень сильно растет. В этот раз видеоблогер планирует поближе познакомиться с культурой, бытом и традициями нашей страны, а также с местными жителями. С некоторыми из них он уже успел подружиться и отмечает, что народ здесь гостеприимный и открытый. За несколько дней Виктор посетил Гагру, Афон, озеро Рица. Кроме того, перед тем, как приехать в Абхазию, он провел опрос среди своих подписчиков, а также попросил задать ему наиболее интересующие их вопросы об отдыхе в Абхазии. В это посещение, то, что я сейчас приехал, я захотел углубиться больше в культуру, углубиться больше в местную жизнь. То есть не так, как совсем турист-турист, а вот чтобы, к примеру, я пару дней назад погулял по Схумской набережной. Просто человек продавал своими руками сделанные скульптурки. Я сел с ним, мы поговорили о жизни, как у нас в Крыму, как у него в Сухуме. Насчет этих волнений ваших. Кстати, если бы у меня не было бы знакомых здесь, у которых я бы спросил, я вам скажу честно, за границей очень сильно это было накручено, что очень многие прям мои друзья, отменяли уже даже поездки, когда мы видели это по телевизору, что волнения идут, и люди с детьми говорят, куда я с детьми поеду. У меня хорошо тут есть друзья, я позвонил, они говорят, Виктор, спокойно садись, едь, ничего не страшно, к вам это вообще не относится. Вместе с Виктором в Абхазию приехал его друг, фотограф из Дубая Максим Шатров. И, конечно же, красота нашей страны произвела на него незабываемое впечатление. В громадном нахожусь шоке. Каждый день новые какие-то эмоции. И та картинка, которую показывают свне, сумасшедшая, дико отличается от настоящего. Прожил 23 года в Дубае и сейчас переезжаю в Крым. Я думаю, на самом деле, может быть, я поспешил. Потому что Абхазия меня тоже очень сильно удивила и в плане природы. Мы сюда вернемся в любом случае еще своим ходом, я думаю, в конце лета, когда поменьше туристов будет. У Виктора Петровского за это время сложились теплые дружеские отношения с представителями Министерства по курортам и туризму и Абхазского союза туризма. Как отметил замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц, чтобы привлечь в нашу страну как можно больше отдыхающих, надо обеспечить для туриста безопасный отдых и уважительное отношение к нему. Любой турист всегда задумается, куда бы он ни поехал, о безопасности посещения страны, потому что он приезжает не только один, он приезжает не частным образом, он приезжает также и с семьей, и с детьми. И, конечно, каждый хочет провести свой отдых безопасно, чтобы на нем это не отражалось. Также касаемо гостеприимства, мы должны понимать, что те люди, которых мы встречаем здесь, которые к нам приезжают, мы должны относиться к ним как к нашим гостям и показывать себя с лучшей стороны, потому что это в первую очередь будет влиять на имидж нашей республики. Те события, которые были недавно в нашей родине, конечно, недопустимы, потому что они в первую очередь повлияют на привлекательность нашей страны как для туристической отрасли, так и для целом. Виктор Петровский приехал в Абхазию после туристической поездки в Европу. Путешествует он на автомобиле. Блогер уже побывал в Ницце, Монако и проехал более 12 тысяч километров. Но, как признался нам, красивее абхазского побережья нигде не видел. В следующий раз Виктор планирует приехать в Абхазию в конце лета. Гугу Савардания, Тамас Чековани, Абхазское телевидение.